Красивые цветы. Ага, очень. Но только киргизы о них говорят. Мать-земля цветом смеется, ядом плачет. А? Смотрите, опоздай на неделю, и весь урожай свой собрала бы тогда контрабанда. Да-да. Нюх у вас особый, товарищ Байзак. А как же, меня не провести. А, жулики. А эта делянка у меня не зарегистрирована. Хоменко, давай руби! Кто там? Я начальник. Открой, разговор есть. Тану Зуран Балта. Ты что, не мог раньше прийти? Не мог, Кондратий. Отец контрабанды может подслушать нас. Не гради чепуху. Кондратий, я не хочу, чтобы меня видели здесь на составе. Пусть думают, что я в разведке. Так лучше. Я напал на след отца контрабанды. За пересечением 3 ущелий. Чонгузлсу, Кичиглсу. И Джуха что-то находится. Туда сходится караван с опием. Ну и что? Караваны всюду идут. Нет. Я сам видел их своими глазами. Как они сходятся к одной точке. Там находится отец контрабанды. Дай мне 4 бойцов, и мы навсегда покончим с ним. Мне голова отца контрабанды не нужна.
А вот если, не ввязываясь в бой, пройдете разведку, будет хорошо. Иди. Карабалта, ты не сказал обо мне командиру, а? Понимаешь, никак не могу совладать со сном. Стою, в ушах звон, сижу звон. Даже сейчас слышу. Кто приходил? Да наш Карабалта, разведчик. Ну что за человек? Никакой дисциплины. Хочет днем придет, захочет ночью. А то можешь пропасть на целую неделю. Человек он известный. От командования при моем предшественнике именное оружие получил. Но вот уже целых 3 года ищет отца контрабанды, и все напрасно. Чую, надоест мне вся эта партизанщина, и пошлю я его. Но человек он верный. Конечно. Только вот шальной немного и странный. Веришь, Оля, я ничего о нем не знаю, а сам он о себе ничего не рассказывает. Мало из такого я рода. Как здесь принято? Спрашивал бойцов, всегда такой. Говорят, всегда. Карабалта, это же не его имя. Люди его так за характер прозвали. По-нашенски, значит, черный топор. У вас их деревня. Ой, юрт даже есть. Кто закрывал сарай? И бабушка тоже. Кондратий, откуда она? Ее Карабалта привез. С перевала полузамерзшую. Она из тех, кто до сих пор возвращается на родину из Китая после восстания. В чем дело? Не хотел сдавать оружие. Пришлось попугать немножко. Где его взяли? А здесь, за воротами. Сенгим. Ты кто? Ben Karabalda'ya geldim. Я приехал к Карабалте. Алджок. Его нет. Сенгим Баласы. Ты чей сын? Отвечай, бандюга! Ben kim eken bilmesen sen beni söyleşip Если не знаешь, кто я, нам не о чем говорить. Ачендик, это Атай, сын Калмата. Его обижать нельзя. Калмата? Сын Каракчи. Сын разбойника? Что ты повторяешь слова белого царя? Мой отец честный человек. Когда царский уездный отобрал нашу землю, он убил его и увел весь род в горы. Уже много лет скрывается в горах. Бари Вирал Каракчи. Все равно он разбойник. Уйди. Я не хочу с тобой разговаривать. Болван. Под замок его. Кондратий. А кто такой Калмат? Да старик один, глава рода. Черт его знает, с кем он. Засел в горах сычом и во всех стреляет. Сам себе бог, судья, республика. Прошлой осенью ходил к нему агитировать. Так не подпустил. 3 бойцов потеряли. Видимо, старая обида в нем. Ну, а людей у него много? Не думаю. Должно быть целый род. Но какой? Говорят, бабы не хуже мужиков стреляют. Интересно. О чем хотел поговорить этот парень с Карабалтой? Но было бы нечисто. Мальчишка сюда не приезжал бы. Я здесь никому не верю. Вчера в Маках убили еще одного бойца. Что не Чапан, так контрабандист.
Ты, подонок, запомни, тебе не удастся сбыть моих лошадей. Не пугай. Вон Когары едет. Пусть он и рассудит, кто из нас вор. Когары едет. Ну и воняет. А говорят, что деньги не пахнут. Товарищ начальник, взгляните. По-моему, он здесь камень принес. Размажить бы твою башку этим камнем, недоумок. А что делать, если моей старухе не в чем из дому выйти? Не подохнет она. Ты что, забыл? Это лекарство государство ценит на вес золота. Хочешь, скажу командиру, чтобы он тебя арестовал? Пошел отсюда. Завтра же принесешь полкило чистого опия. А не то прикажу сдать тебя в ГПУ. Витя, чай. Товарищ Кондратий. Да. Базар вам дал новое имя. Когары. Это Ленаса, что ли? Да, Кокарев по-киргизски Когар звучит. Но не обращайте на них внимания. Уж чего только я не слышу на базаре. Здесь неисправимый народ. А, все они контрабандисты. Мы должны границу закрыть накрепко, чтобы настоящий порядок был. Да. Я ехал с целью агитировать вас. А вижу, вы все сами хорошо понимаете. Хороший чай. Я 2 года служил в Бухаре. Ага. Но его теперь жить без него не могу. А, Да, что вы знаете о Карабалте? Каравалта? Да. А, берите. А, кто только его не знает. Он странной судьбы человек. Люди говорят о нем тюбкатасы кайыптан. Что он сродни небесам, подобен соколу, ищущему родную скалу. А вы видели его головной убор? Да. Такой киргизы не носят. Это казахский долбай. А привязанный к луке седла. Аркан заметили? Нет. Это калмыцкий аркан. Из кожи вола. А он что же не киргиз? Киргиз! Настоящий киргиз. Только он скитался по разным народам долгое время. Говорят, при Николае за убийство на каторге был в Сибири. Оттуда бежал, прятался у казахов. А здесь, на Иссык-Куле, был вожаком группы джигитов во время восстания в 16-м. После в Китае забрел к черным калмыкам. В общем, герой. Стой! У меня не 2 головы, чтобы вас обманывать. Раз нужно, помогу. Рахмат. Спасибо. Сюлейберин? Продолжайте. Я могу положиться на вас. Наш разговор останется в тайне. Кадрины Жамбулсун. Конечно, не беспокойтесь. Хорошо. Я знаю одного порядочного человека, который может рассказать вам все о контрабанде. Золотой рот хороший человек, потому что он боится всего. А кто такой Золотой Рот? Это я. Я хочу разрешения ездить за вами, когда пойдет отряд ловить контрабанду.
Зачем? Я не буду вам мешать. Я буду ехать сзади и собирать брошенных лошадей. Ну, а кто их бросать-то будет? Контрабандисты. Они берут и лишних лошадей, чтобы побыстрее. Пригружает в юг на свежих, а уставших бросай. Ну, а нам-то от этого какая польза? Большая польза. Хочешь узнать, куда идут караваны? Куда? Конечно, за границу. Гагар, ты тоже хитрый. Караваны идут не за границу. Скажи, куда? Сперва ты скажи, можно ехать за вами, подбирать лошадей? Ладно, будешь. Я не хочу лишиться своей головы, но тебе, начальник, скажу. В ущелье Козылюнкур за перевалами есть склад опиумом, большой склад, сотни мешков. Ты что-то слишком много знаешь. Правильно, начальник комиссар. Я еще знаю, если захватит этот склад, а ты с контрабандой в один день стань беднее меня. А кто такой отец контрабанды? Этого не знаю. Бұл жерден өте албайбыз. Нам здесь не пройти. Қардың алдында жарақ болушы мүмкін. Под снегом могут быть трещины. Подойдем вода журчит. Балдарымдың етін жейін. Клянусь детьми, Көз түсіп жолын жабылған білген емеспін. я не знал, что лавина закрыла тропу. Если не верите, убейте на месте. Вставай. Вставай, пойдешь первым. Мына нар жол қайда барады? Ну где твоя тропа на склад? Тетігі мөңгіні көрдің бі? Видишь ледник? Ошоның түбіне өткен жол бар. Под ним узкий проход. Ашуның белін алып шығады. Он выведет тебя на перевал. Арған пөзілі көрінеді. Оттуда рукой подать. Привал. Андрей, стели кошму. Мещенко, давай. Аке, болта ты ж убьешься. Давай, давай.
азамат. Үйда? Батыр! Құралды күзетшілер бар, сақ бол! Будь осторожен, там вооруженная охрана. Немене? Атамыр айтқан бешеушілер. Вон те 5, о которых говорил отец. Здрасте, апа. Аман, Марша. Здравствуй, Аман. дочка. Здравствуй. Я могу туда войти, посмотреть? Туда, в юрту. Я войти туда. Жарайт. Хорошо. Жүрі. Заходи. Кир кірағай. Заходи, пожалуйста. Андрей! Демиш! Отец, Болған ішті қайтадан айтып берішін. вы хотите, чтобы я повторил свой рассказ? Ооба, Машан. Да, мой Машан. Балтаны қантып жайладың? Расскажи-ка еще раз, Дағы бір ұрысқа құштармын. как ты с ним разделался. Этот кабан отчаянно сопротивлялся. Ооба. Да-да. Алаңай жо емес. С ним нелегко справиться. Но я изрешетил его из пулемета. Қайран ғана, Машаным. Ты врешь, Машан. Сен жаныңды жеп қойдың. Балтаза стап қаман соғы келді. Карабалта вернулся на заставу невредимым. Үнің шықпай қалды да. Что замолчал? Сен чарчапсың. Или у тебя Жаныңды жай собаки язык вырвали? Нет, нет. Анты көрбеңіз абек. Я еще понадоблюсь вам, отец. Далай қызматыңызға жараймын ғо. Болып тұр кешірейін. Балтаны Ладно, несеп прощаю. қалды. Все равно он в моих руках. Жер қазуға бәрімін. Ради вас отец готов землю головой рыть. Отнесите во флигелек. Не трогай, отойди. Я прошу тебя, уйди. Я тебе приказываю. Кондратий, успокойся. Погоди, Оля. Ты был с ними? Отвечай, был? Да. Так почему ты вернулся живым, а они нет? Кондратий, надо выяснить, кто виноват. А мне не надо выяснять. Я знаю, кто виноват. Он! Он, видите ли, отца контрабанды ищет. А может быть, его вообще нет. Может быть, это его выдумки. Герой! Здесь место свободное.
gelmez sağ. Öldü kazak öldü. Oy жақсырдың ғой деймін. Oy, alsam belge meyvanım jakşırdı. Barakel son. Yapmasam sıypalaklar. Oy, içinden boşan için. El orgun. Hop, da. Ay, çok uğraşma abi. В мечтах отдать свое сердце, словно судьбу. Ищу тебя, тоскуя всегда и везде, а близость только в снах. Мое смущение, ревность и беда от слов подружек, острых на язык. Моя мечта — с тобой всегда идти вдоль озера вечернего. Баке, вам песенную чашу. По обычаю она должна обойти всех. Если не умеете петь, позабавьте сказкой. Или промычите теленком. Неужели выпьет? По-моему, у него не все в порядке. Ой, бай. Ой, бай, ему же медведь на ухо наступил. Нацепил на бок маузер, забыл все наши обычаи. Сибирьден качып келатып, Когда бежал из Сибири, казактын сарыаркасында в казахской степи, бир жан салдын кайгылуу тагдырын угуп жаным кейген болчу. я слышал рассказ о Биржан Сале. Бир элдин абири, бир жан Поэт был совестью народа. адамдардын арсыздыгына капа болуп, Оскорбленный Надо ничтожеством людей, он уходил в степь и пел там свои аны песни. көргөн туугандары акын жинди болду деп кереге таам салышат. Сородичи решили, что он сошел с ума. Привязали певца к решеткам Ошондо юрты. бир жан Тогда он, темир тас уулунун арманын айтып, обращаясь к своему сыну ушуларды Тимиртасу, ырлаган экен. запел эту песню. Ötürümdayım bölüp edim Güldürülmey Sürülüp gülüp edim Temir toz Olundey Ar koydan bağın keyin Üşügey Atım benim Can edim Esik alday yıllaylanday Baygılma, kirey kılma Kudaydanday temir taş Kan yolday
білінбес құрығынай темір тас кешек ай ел қыдырған есер шақтай қызыл су келмеуші жұлығынай Черный верблюд бессилен, когда ноги тонут в глине. Люди проклинают землю, потеряв в себе святость. Я, Биржан, гордость всех 3 казахских земель, из жизни ухожу, не найдя ее смысла. Запомни, мой сын Тимиртас. Жүк көтермес саздаған соң су шықпас ойпаң жерден қазбаған соң темір тас жете мұратымай болдым қапай тағдырдай хақтағадай жазбаған соң жақсылардың құлақтадым темір тас өрге тартқан әкең өлсе күндердің не болады шырақтардың Конь мой любил пить росную воду с ладоней моих. Знаю, что уже седок ему не тихий предназначен. Я был отцом, что тащил груз жизни, как вол. С ним ухожу, чтоб ты нес свою лишь поклажу. Запомни, мой сын Тимиртас. Присаживайся. Ничего, я здесь. Карабалта. Ты видел когда-нибудь отца контрабанды? Нет. А ты веришь, что он есть? Вот взгляни на эту бумажку. Сегодня получили. Я должен взять тебя под арест.
занимается грязным малодетством. Рано получил награду от Курбаши Карамуруна, когда он переправлял его за кордон. Неправда. Карамурун ее убил за штыком, а коня взял себя. Это все он. Отец контрабанды. 3 года я охочусь за ним, а он за мной. Даже хотел отравить меня. Людям нашептал, что я шмеян. Что я продаю своих пограничникам из корысти. А напившись, за палача в каракольской тюрьме работаю. Рублю голову. Ложь. Но люди верят. Потому что во всем разуверились. Потому что столько зла и горя они видели в недавнем прошлом, что всякая небылица для них кажется правдой. Я был на царской каторге. Думал, более унизить человека, как там нельзя. Более узнать также нельзя. Но человек. Но то, что увидел после восстания в 16-м в Кашхарии, до сих пор кошмаром снится. Я не о смерти говорю. Человек не вечен на земле. И не о несправедливости. Она была, пока будет, наверное. Я о святом человеке, что помогает жить ему, пересиливая смерть, горе, несправедливость. Святое в душе. Это мать. Брат. Сын. Земля. Но когда брат отступается от брата, мать продает свою дочь за чашку пшена, когда родная земля становится злой мачехой, и целый народ идет по миру с протянутой рукой, и смерть ждут как избавление, это страшно. Страшно, товарищ Кондратий, когда человек перестает быть человеком. Я не с корысти стал большевиком. Из благодарности. Таким, как ты. К нашим ребятам. К этому человеку. Он вернул мой народ в жизни. Озябшую душу согрел. Вернул веру человека. Ты думаешь, я обижаюсь на тебя? Нет. У меня была семья. Мать. Жена. Дети. Наш род кочевал 30 юртами. Никого не осталось.
Пойдем, Кондратий. Эй, Мишка, тағотын алып келші. Мишка, принеси еще дров. Бабка, вечерить скоро будем. Ты думаешь, Крыбал-то наврал об опийном складе? Не знаю. И все-таки ты был неправ с ним тогда. Тоже не знаю. Может быть и так. Джамгирчи, иди-ка сюда. Видишь? Вот здесь за 3 ущельями Золотой Рот, говорит, находится опийный склад. Да и Карабалта тоже говорит. Мы перехватили несколько мелких караванов с опием, идущих в том направлении. Короче, думай идти туда. Действовать, понимаешь? Отца контрабанды, если есть таковой, обанкротить, закрыть для него последний перевал. Джамгирчи, ты поведешь нас на Кызыл-Рукунь. Нет, я не знаю туда дорогу. Много дней надо ехать туда. Сколько? Неделю? 2, а может больше. Твоя скер плохо сидят в седлах. Высоко в горах, снежные лавины, тютек. А ты меня не пугай. Ну так как? Начальник, возьми проводником Атая, а? Ты что? Ты хочешь идти туда, где нет дорог? Атай проведет тебя. Он никогда не курил, не пил вина. У него нюх, как у волка. Так. А он не сбежит? Куда побежит потомок Батыров? Разве он заяц? Нет, не подойдет. Кондратий, возьмите мальчишку. Он вам не помешает. Джамгирчи, ты поведешь нас. А Атая возьмем пленным. Отец, зеленый оса пошел по пути Карабалты. Пусть и он сломает себе хребет на этом пути. Хорош, волчонок. Гляди, калека, как надо сидеть в седле. Да, он легкий, как пушинка. А у меня, о, какое хозяйство. Время отвернулось от вас. Страх овладел вами, и завтра рабами станут ваши дети. Разве вы хозяева своего озера? Нет. Вы боитесь родных гор. Если хотите спасти своих детей, поднимайте весь род за мной. Там, за кордоном, я смогу исцелить вас. Джигиты получат от меня винтовки. Идти будем через перевал Коюкап, где властвует Калмат. Старый отшельник теперь пойдет нам навстречу. Его сына Зеленый Оса посадил за решетку. Да благословит нас Аллах, да поддержит нас добрые духи. Аминь. Кто останется здесь, тому не миновать рабство. Слышите? Сегодня же ночью уходите в горы.
Соберемся у Красных скал. Аяққа барғанда Скажи, Ибрай, мен қылар ішім бар что я там буду делать? Анда ушы жерде қалып, Тогда оставайся қапырлар и подыхай у порога неверных. Kızarıp gündün batkanı Kıylanı ayğa geltirek Kız düşkün ey, kız düşkün ay aydan göreceği Kıymılsızca tat meltirip Kıymılsızca tat meltirip Kımbatto gülkün oğulbay Konuşun torat kangırap Arbağay, arbağay Kaçkan beyittey Ayılın torat yaldırap Это моя, Апа. Torat yaldırap Ербалта. Андай, Что, Батыр, емне таныбай тұрасың ба? не узнаешь? Тварам сидик балдар өз атасын таныбай қалады. Вот так блудный сын не узнает своего отца. Шашпа құшқаш, қой атыр. Погоди, Кучкач. Бұл чоқымды өлер алдына тилі келмей келер бекен ұғалшы. Может, перед смертью придут к нему слова молитвы? Шөгөлөгін иттің баласы. На колени, сукин сын. Моли о пощаде. Бар екен байзақ. Счастье обошло меня. Мұрда бетің ашылып қолға тибедің да. Раньше я не знал, кто ты. Выжги мне глаза за это. Шипаңдап қалтыға кіріп жүрген түлкі өлеміз. Оторви руки, которые касались тебя. Жанды маңғы қылып боздың. Сколько душ ты загубил. Позор жұғыздың. Заразил неизлечимой болезнью. Елдің арғыш құтқармайды сені. Ты в ответе перед народом. Шорды. Несчастный. Ешкі туй албай атып, қойған ачы болады. Коза сама разродиться не может, а идет к овце в повитухе. Ертегің бар есің жоқ. Барбаңдағын байқұшым. Ты смел, но глуп. Қайселің бар сенің? Я. От имени какого народа ты говоришь? Твой народ умер. Понял? И его не воскресить. Хоть кричи, хоть плачь. Я. А ты мне еще о чести его заикаешься. Дурак. Эти бродяги давно потеряли все человеческое. Они живут по волчьему закону. Сильный поедает слабого, большой маленького. И им не нужны твои идеи. Им нужен мой опий. Слышишь? Только он даст этим отверженным счастье. А счастливые послушны. Хватит о своем собачьем счастье. Нет. Это ты собака. Хотя корчишь из себя ангела. Следил за тобой, думал, опомнишься. А ты все лаял на меня из подворотни красных. Что случилось, Карабалта? Что вы с ним сделали? Если бы не ты, эта несчастная давно была бы в раю. Ты привел ее сюда, сделал рабыней, взял на себя этот грех.
Убей меня, чудовище! Я ненавижу тебя! Мына эми мунун арбагы мага разы болот. Теперь ее душа будет благодарна мне. Жөн кой береним. Оставь, Пучкач. Колуңду булгама. Не пачкай руки. Муну бутун жалап жүргөн өз кишилер өлтүрсүн. Пусть его убьют те, кому он служил. Собаки, собачья смерть. Мерзавец. 7 смертей обойду, все равно найду тебя. Эй, вы, не торопыги. Уже рассвело. Быстрее собирайтесь. Где Калыча? Калыча? Не знаю. И что вырядилась, как на праздник? Ты как здесь очутилась? Хотела попрощаться. Нашеила откачевывать за кордон. Говорят, таков приказ отца контрабанды. Байзака, говоришь? Что, весь род Аргынов уходит? Да. Но это мы еще посмотрим. Спасибо. Будь счастлива. Что с ним? Тютек! Горная болезнь! Егор, куда? Игорь, вылезь его! Вон, уже горы Коюкапа показались. Ну чего ты увязалась за мной? Возвращайся назад, слышишь? Сен эмне элек кичин жолдон отурасың?
Ты что это, сопливая девчонка, задерживаешь меня? Меня скрылся от шашпорта. Я спешу по важному делу, Что? неужели непонятно? Что тогда остановился? Я тоже умею скакать. Тахта, Стой. баринга. А ну, поворачивай домой. У меня нет дома. Бары вергайт. Все равно возвращайся. Есің бар кішіне емессің ғой. Ну, будь умницей. Ой, меня скрылся от шашпорта. Ты же не маленькая. Так, так. Куда ты лапу суешь? Так, так, так. Угу. Так. Прошу, приятного аппетита. Хоменко, дай. Аландринку. Ну. Для чего конфеты, не понимаю. Чай пить все равно нету. 8-й день ни огня, ни людей не видали. Хоть бы кустики или лес, что ли. Що тобі ліс, коли ти сам дерево? Хоменко, Я. Ингерчи, Голик, Макеев. Я. И ты. Есть. Живо в разъезд. Слухаю. Из-за проклятого тумана мы потеряли из виду пограничников. Теперь отец задаст нам. Сюда кырылып калганбы дейм. Может, они там и подохли на перевале? Их сам черт не возьмет. Эх, стрелок, не поторопись, ты бы их всех заграбал. Это он! Это он меня спине резал. Айда, товарищи! Возьми половину и скачи на перерез! Чтоб не ушли! Есть! Ребята! За мной! Как бы наши не напоролись. Зарываются черти. Слезайте с коней. Бросайте оружие. Сдались, дьяволы! Братцы, Голик жив! Погиб! А Донсков? Ничего, щеку пора. Держи бандюгу! Ты же перерез ему! Бери меня сюда! Нож! Осторожней, нож! Подержи коня. Соломатин, Я. отвезешь его и Голика
Униск Тараков, похороните, пожалуйста, в городском парке. Передай мою просьбу командованию, чтобы Жангирчи одели в нашу форму. Как герой бойца Красной Армии. Гагары, Когары. тияқта қиялап кеткен иіс жатады. Я видел следы. Жақта әт өтті. Около полусотни лошадей, ушедших в сторону. Шишкин, останешься с пленными. Не зевай. Рахмат. Спасибо. Атай, Атай, сен көрген бұлытардың ты видел следы этих лошадей. Әліге әтке шошол үшін маған қанжар алып тұрып қалады. Поэтому тот контрабандист и набросился на меня с ножом. кешегін бойды. А людей вроде бы не видно. Жағычудан жандары шыққан ғой. Наверное, разбежались после наших выстрелов. Каменка, Я. ну-ка пересчитай. Так. Товарищ командир. Товарищ командир, там дверь. Что? Дверь в скале. Открывайте. Давай ты. А ну... Ну чего вы возитесь? Тьфу, вонище. Товарищ командир, там мешки с лекарством. Опийный склад. Отца контрабанды. Ну-ка. Атаманның қалтасы қайыптың түбіне бекітілген екен. Свое добро отец контрабанды спрятал у самих духов. Но ты благодаря мужеству нашел его. Мой аил отсюда недалеко. Отец будет рад видеть тебя гостем. Хорошо. Кто бы мог подумать. Да. Сенаттан. Ты поезжай к Атама отцу. жетіп хабар бер. Қонақ барады. Скажи, завтра приедут гости. Командир меня өлтіріп жазбайды. Командир ругаться будет? Не бойся. Мағай. Я ему объясню. Атчандар көрінді. Всадники показались. Эй, меймандар кетеді. Гости едут. Ой, Темір, кел атат. Едут. Меймандар келді. Гости едут. Ава, меймандар келеді. Гости едут. Вставайте. Встречайте гостей. Мальчик мой сам гостей позвал. Значит, стал уже настоящим мужчиной. Айым, атайлар емес екен. Тетушка Им, это не Атай. Салам алейкум. Здравствуйте. Салам алейкум. Ассаламу алейкум, ава. Саламатсыз ба? Аллаху акбар. Я Аллах. Салам алейкум. Здравствуйте. Алейкум ассалам. Чоғыта, бүрч. Дедушка, дай мне. Дай. Ай, Болот. Болот. Да. Возьми. Жол болсын, мырзалар. С приездом вас, почтенные. Тілегің берсін. Спасибо. Тамағыңар тездеткілі. Поторопитесь с угощением. Хорошо. Атқаның ұшыл бия. И это ты так стреляешь, негодный мальчишка? Такой большой джигит, а в птицу попасть не можешь.
ертең жаңадан айтпасам ба? Погоди, все расскажу твоему деду. Жылуға бар менен келгеніміз жоға ба. Не с добрыми вестями мы здесь, Аксакал. Көк шапкелер төбеге шығып кетті ғой. Жить я не стала от этих зеленых фуражек. Атай менен Қарабалта қолды қалды. Атай и Карабалта у них в плену. Қызылдың күрдеген пауыз бар ланында басып алышты. Был склад в Красном ущелье, и тот захватили. Айлабыз кеткенде өзіңізге баш қалқылап, жардам сұрап келдік аба. Если поможете, отобьем склад. Біргелешіп мүлікті ажыратып алсақ. Тогда половина добра Көй ваша. қаптан ашу берсеңіз. А там через перевал Кою-Кап с Божьей помощью. О небо! Түнде түш көрдім. Ночью мне приснился сон. Окшоймға. Видно, старею. Сол түш қайта кіре берчі болды. Одно и то же вижу. Қолымдың башынан шыққан ағыма чейін су шорғылап ағатты. Будто струится вода между пальцев. И мне легко и приятно. О, урматту аба. О, почтенный! Өмір Вода одна из 4 стихий жизни. абдан яш. Это хорошо, когда она снится. Doğru söylediniz. Будете долго здравствовать. Ну и что? Нам уже нет Ертең приюта қасиет қашта ба? на этой проклятой земле. Бүгін ешіктен башпап атқан көк шапкелер. Зеленые фуражки сегодня у вашего порога, завтра они будут хозяйничать в юрте. Көгарын оңай жау көрбеңіз. Будьте осторожны с Когары. Қасиет қачқан жоқ. Земля не теряет святость. Ее теряют люди. Көгары маға қонақ болып келеді. Когары едет ко мне в гости. Жарықтық. О, Создатель! Какой он вам гость? Амал қылып алдайын дегені ғой. Зеленая оса обманет вас. Атай даябаған сіз даят дейсіз бе? Человек, не пожалевший Атая, думаете, вас пожалеет? Балам күткен қонаққа. На гостя моего сына я не подниму руку. Зеленая оса поступил верно, уничтожив твой ядовитый склад. Анда маға ашу бергіңіз да жоқ па? Короче, и на ту сторону не пропустите? Да, там нечего вам делать. Займите посты! А пулемет поставьте справа! Карабалта, видимо, эту юрту видел. Он правду сказал. Командир, мен атамағанақ боларын ұнаттым бұл. Ты же обещал погостить у нас. А сам собираешься вниз на заставу. Славный ты парень, Атай. Сена замацин, Атай. Славный ты парень, Атай. Бирёка пиемдыта залып, кетпесек был войд. Но мне необходимо поскорее отвезти груз. Амен, командир, аскер башинда было шум. А я, как командир, должен быть во главе отряда. Здравствуй, начальник комиссар. Как здоровье самочувствие? Ассаламу алейкум, мырза. Здравствуй, господин. Кто? Постой. Аскер сегодня копчег хайкову за сын. Пусть бойцы проводят тебя до ущелья. Там могут быть разбойники. Не надо, ты забыл, что я сам сын разбойника. Золотой рот. Как разыскал нас? Ай, начальник, сен атағың бардық жерге қылған. Твое имя у всех на устах, начальник. Ты стал знаменитым человеком. Но мне помнишь, значит, хороший человек. Как же мне забыть тебя? А я приехал за твоим За обещанием. каким таким обещанием? Товарищ начальник, зачем забываешь? Ты мне разрешил ехать сзади и подбирать лошадей после контрабанды. Еще захотел. Лошади нам самим нужны, видишь? Мешки грузим. Это правильно, товарищ начальник, но не надо тебе делать. Грузи. Это почему же? Мне прислал один большой человек, но не могу назвать его имя. Но хочу сказать правда. Этот человек просил тебя сказать «Остап опиум, уходи отсюда». Слушай, передай этому человеку, что он болван. Правильно, товарищ начальник, он действительно болван. Но он сказал, если отсюда идешь, тогда получаешь свою жена. А если нет, то я боюсь сказать. Ты что, с ума сошел? Твоя жена у этого человека. Где она? Где отец контрабанды? Можно сказать, он недалеко ущелья, но твоя жена может умереть раньше, чем ты сделаешь первый выстрел. Слова отца очень большие.
Про них надо долго думать, а потом решать. Сколько у меня дней для ответа? 3 дня. Хорошо. Я буду думать. Смотрите, недаром говорят, честному джигиту и дичь сама в руки идет. Хансем Жузян. Ну что мне с тобой делать? Анкен менен кыйын кыз экенсиң. А ты смелая Жак. девушка. Не ожидал. Кайдым. Ну-ну, молчу. Атыңды өлтүрүп алган жаман болуптур. Только вот плохо коня загубила. Я не хотела. Эмне? Что? Менің ұлым атайым қайда? Где мой Атай? Сіздің ұл Эркин? Ваш сын на А, свободе. Детен. Он уехал. Мені қапқанға түшірдің деп Ты думаешь, что поймал меня в капкан, Кугары? Абайла. Берегись. Ешқандай капкан жоқ. Никакой ловушки здесь Жена нет. Берин. Можете ехать. Мен сені Кугары. Я думал, Кугары, что ты один из уездных Белого царя. Но ошибся. Аксакал. Аксакал. Ак падышаларда ножок болгон. Белого царя давно нет в Азизелет помине. бүту орногон. Сейчас везде новая власть. Келге көйсагез болот. Возвращались бы на озеро. Мен ұлымды іздеп жүремін. Я ищу сына. Biz жардам берелик. Мы поможем вам. Менің ұлымды жігіттер өздері табады. Это сделают мои джигиты. Иди к нему. Что теперь делать? Мындай коюп отко жылынып. Можешь погреться у огня. Мылтығын таштап аттан түссін. Пусть бросит винтовку и сойдет с коня. Бросай винтовку. Түш аттан өзім. Слезай. Жыл болсын, Батыр.
Какими судьбами, герой? Жарышайын деп келдің бе? Что, мириться приехал? Емі қызылдарыңа қайра бара албайсың? Правильно, дорога красным тебе заказана. Батқақтай жабышып сыртыңан көрініп қалды ма? Все твои грязные делишки выплыли наружу. Адашып келіп қалдың ба? Или, может, заблудился? Ондай болса бара ғой көгарың, ал жақын еле. В таком случае езжай к своему Кугары, он недалеко. Қорқасың ба? Сондай да. Что, боишься? Жоқ, Байзақ. Нет, Байзак. Мен саған жарашқаны келген жоқ. Я к тебе не с миром пришел. Неужели? Анда бізді құратып соғыш баштап. Может, нам, бродягам, войну объявишь? Ова. Да, негодяй. Мен сені ата іздеп келдім. Только за этим я здесь. Егер де жаныңа үміт қылсаң шартқа көн. Хочешь жить, принимай условия. Елдің шорындағы қайнатпа. Не обрекай людей на новые муки. Көлге қайтып барасыңдағы Вернешься на озеро кешірім сұраған. и будешь просить прощения. Уберите его. Бросайте оружие. Убирайтесь, пока целый. Байзак! 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 Выходи. Жалғыз сен керексің маған! Только ты мне один нужен. Байзак! Тағы көрісеміз! Мы еще встретимся, Байзак. Ты что, недотрога? Ассалому алейкум, Батыр. Белеп тұрамын. Понимаю, мой повелитель. Тебе плохо. Но не падай духом, я помогу тебе. Пошел вон. Нет, сперва ты выслушай меня. Жизнь моя на излете, а такого хитреца, как Байзак, встречаю впервые. Думаешь, он верит Кугары, хоть и подбросил ему такую приманку? А вдруг нарушит свое же условие и с помощью аргынов уйдет через перевал? Тогда он вас за кордоном отправит к Аллаху в рай. Что ты мне предлагаешь? Вот что. Вызови аргынов на байгу. Если победишь в скачке, тебя никто пальцем не тронет. Здесь нет моего скакуна. Мой повелитель, мудрец трижды посоветуется с собой, прежде чем дать совет другому. Но будем откровенны, простому человеку не до хитростей. Если придешь первым на скачках, что я буду иметь? Табун лошадей. Очень хорошо, очень хорошо. Ақсақалдар, Старейшины, атам Қалматтың атынан от имени своего отца Калматы арғын тұқымы сілерді байға шақырам. я вызываю на байгу весь ваш род. Ну и хвальбишка. Ты где научился такой наглости, выскочка? Эй, молокосос, ты хоть представляешь, в каком ты сейчас положении? Қалматтың ұлы, Сын Калмата, сен емнеңді саймақсың. я хочу знать твою ставку. Башымды. Моя голова. Башынан сідірі менің қолымда. Твоя голова и так в моих руках. Анчалық екенсің. А если ты такой храбрый, Орнына басып жатқан ашу. поставь на байгу перевал, который в руках твоего отца. Жарайды. Мен Хорошо, я согласен. Егер шығып қалсаң, бізден телегенің еміне. Чем мы будем обязаны, если ты победишь? Өз башым менен Свободу мне тігі Ольга Мырзайымға оштандық и русский ханум. Арттың баласы. Сын Калмата хочет достойно умереть. Жоқ, бұға біз жолта болбайды. Стоит ли ему мешать? Егер шықпай қалсаң, Только запомни, башыңды өзім алам. проиграешь, сам отрублю тебе голову. Бойымның олды я. Что он там? Не шелохнется. 70 бері жатабыз. За это время мясо сварилось бы.
А пес его знает, чего он умолк. Эй, кеңкелесешектер, Эй, длинноухие ишаки, алгыла мени. берите меня. Эгерде огым төгөнбөсө көрөтүлөм силерди. Не кончились бы патроны, показал бы я вам. Анын үстүнө тиги байкушта Да и ей тут не место. Аргыны, я готов. Благослови, Господь. Пан! Пан! Қайдан білесіз? Откуда вам это известно? Атай арғындарды бәйгеге Атай вызвал Аргынов на бойгу. Вот же ақсақал, так чего мы здесь сидим? Атайға жардам керек. Надо помочь Атаю. Бұл бәйгеде Атайға Құдай В жардам этих скачках ему поможет только Всевышний. Кудай бар болса мене бара бол. Эх, Аксакал, если бы он был на небе, тогда не было бы мне так трудно на земле. Отец! 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 Қалмат менен көкары бірігіптер. Калмат с Кугарой объединились. Они идут сюда. Атайдың көзін татып. Прикончи Атая. Аны Құдай алсын. К черту его! Надо спасаться. Дурак! Скачки теперь не остановишь. А убивать на глазах у народа нельзя, понятно? Эй, люди, Корола первым скачет. Смотрите, это же скакун Атая. Вот это скакун. Байзак? Байзак? Қалматтың ұлар боштандық береміз ғой дейм. Видно, сыну Калмату придется дать свободу. Міне ме? Да, да. Әділетті қылбарыңыз ба? Это будет справедливо? О, Господи, неужели это Атай? Он. Несчастный. Видно, сильно разбился. Вся рубашка в крови. Байқұш бала. Бедный мальчик. О, Боже, сохрани, на нем живого места нет. Победа моя. Свободу мне и русский ханум. Да, но атаман слов на ветер не бросает. Ты же хотел отрезать ему голову сам.
Разрешаю. Байзак, ты опозорил весь род. Ты нарушил Божий суд и потому не видит тебе добра. Ты подобен волку в капкане. Будь ты проклят. Будь проклят духами предков, Байзак. Прекратите глотки драть. Не забывайте, что я еще отец контрабанды. Никто не преградит мне дорогу. Вы там у меня еще будете просить милостыню. Прочь, в сторону. Калмат едет. Калмат со своими джигитами. Что рты поразевали? Все, кто с оружием, вперед, быстрее! Что-то я стал плохо видеть. Глянь, кто это там еще скачет? Эй, родичи, куда вы? Не в ту сторону бежите, Калмата встречайте. Ибрай, ты сообщишь Батыру о смерти его сына. Подожди меня здесь. Осторожно, Карабалта. Он снова тебя обманет. Свяжи его. Сдаюсь, сдаюсь. Вези к своему хозяину. Может, дадут тебе лишний кусок хлеба за то, что поймал отца контрабанды. Отойди, Калыча. Нет, Байзак. Как отец контрабанды ты мертв. Но ты нанес мне оскорбление. Я с тобой рассчитаюсь по киргизскому обычаю. Или ты кровью своей смоешь мой позор, или я унесу его с собой в эту пропасть. Балта. Дихкани, вы, наконец, поняли, что Байзак обманывал вас? Опутав ложью и угрозами, он уводил вас от новой жизни. Возвращайтесь назад. Обрабатывайте землю, выращивайте хлеб. Ведь эти горы, Иссык-Куль, испокон веков ваши. Теперь эту землю никто не отберет у вас. Советская власть будет ее оберегать. Дядя Байзак, простите Карабалту, пожалейте его. Помиритесь, пожалуйста.
Когда вас тяготеет